нашей страны, общественных объединений, Союза ректоров. Нам очень важно, что они сегодня присутствуют при нашем разговоре. Пожалуйста, Михаил. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые депутаты Государственной Думы, уважаемые коллеги, в соответствии с Конституцией наше правительство предоставляет Государственной Думе ежегодный отчет о результатах своей деятельности уже в 5-й раз. В 2020 году в своем послании к Федеральному собранию президент определил две главные задачи на ближайшую перспективу, которыми мы руководствовались. И первая из них – это выполнение программы социально-экономического развития, а вторая – это рост качества государственного управления в целом. Обе они неразрывно связаны с друг другом. Невозможно было существенно продвинуться в вопросах экономики, социальной сферы без совершенствования государственного управления. И под руководством президента мы построили новую технологичную, эффективную систему государственного управления, которая позволяет оперативно формировать и принимать выверенные решения, скоординированные на всех уровнях власти, реализовывать самые сложные инициативы. Важнейшей составляющей этой работы стало взаимодействие с Федеральным собранием. В конструктивном диалоге с депутатами, сенаторами, а также с регионами, с представителями бизнеса, экспертного, научного сообщества всегда рождались сбалансированные решения. И здесь парламент стал центром обратной связи от людей, о которой постоянно говорит глава государства. Если хотите, точкой сбора предложений по совершенствованию законодательства для дальнейшего развития страны. Нам удалось вместе пройти ковид, помочь миллионам граждан сохранить здоровье, а бизнесу сберечь свои коллективы, производство, рабочие места. Следующий серьезный вызов, с которым мы столкнулись, это беспрецедентные санкции. Но мы не только адаптировали экономику, но и занимались стратегическими направлениями. И все это благодаря новому качеству выстроенной современной системы государственного управления. И я хочу искренне поблагодарить всех коллег, депутатов, сенаторов за конструктивный подход и за поддержку большинства наших инициатив по развитию экономики и социальной сферы. Мы сообща решили целый ряд важнейших задач, поставленных главой государства. Условия... Спасибо. Условия, в которых всем нам пришлось работать в прошлом году, оставались очень сложными. Внешнее давление на Россию не ослабевало, наоборот, расширялось. По оценкам ряда экспертов, ограничения, введенные против нас, превышают все вместе взятые санкции против других стран мира. И сейчас они нацелены уже не только на отечественный крупный бизнес, на наших управленцев, но и на представителей иностранных государств, на зарубежные компании, на организации, на тех, кто не отказался от сотрудничества с Россией, кто искренне хочет вести с нами дела, реализовывать совместные проекты не на одностороннем корыстном интересе, а на именно взаимовыгодной основе. И несмотря на возрастающий прессинг, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт увеличился на 3,6%, что более чем, кстати, вдвое выше, чем средний показатель развитых стран. Такое соотношение стало одним из следствий санкций, которые неизбежно бьют по экономике их инициаторов. Ряд европейских, американских, японских производителей под давлением своих правительств объявили об уходе с российского рынка. К их сложному положению мы относимся с пониманием. Но сейчас их места занимают организации из дружественно настроенных государств, ну и, конечно, наиболее активно работающие отечественные компании. Эта тенденция проявлялась и раньше, но в прошлом году была особенно заметна. Неизбежный и закономерный процесс в условиях открытой рыночной экономики.
По оценке Всемирного банка, Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Недавно в послании президент поставил более амбициозную задачу войти в топ-4, и предпосылки к этому есть. В начале текущего года сохраняются высокие темпы прироста валового внутреннего продукта. К примеру, в Европе по итогам 2023 года динамика недалеко ушла от нуля. Но в Германии, знаете, наверное, зафиксирована даже небольшая рецессия, минус 0,3%. Вот это и есть реальная цена, которую платят жители государств, вводящих против нас санкции за, если хотите, амбиции своих политиков. Мы же сконцентрировались на защите собственных интересов и развитии своей страны. Высокие цифры прошлого года стали результатом реализации решений президента, работы правительства, всех ветвей власти, бизнеса, общественных объединений и, конечно, наших граждан. И работа эта велась по достижению национальных целей, по выполнению национальных проектов, государственных программ, стратегических инициатив, благодаря чему изменения идут практически в каждой сфере, в каждой отрасли. Такая положительная динамика была получена на фоне низкой безработицы, которая сократилась вдвое до 3% к концу 2023 года. Но сравните, в еврозоне она более чем в 2 раза выше российской. Еще один важный фактор, который позволил выйти на итоговые цифры в экономике в целом, это поддержка инвестиций. В прошлом году их объем увеличился примерно на 10%, что является рекордом за последние 12 лет. Предприниматели вкладывают свои ресурсы в нашу страну, и правительство предложило разделить риски между государством и бизнесом. На начало текущего года уже подписано 65 соглашений о защите и поощрении капиталовложений на сумму инвестиций порядка 4 триллионов рублей. Но из них половина примерно в 2023 году. За время действия механизма бизнес создал около 20 тысяч рабочих мест. Задачу долгосрочного финансирования крупных объектов инфраструктуры мы решаем в том числе через Фонд национального благосостояния. За счет него в прошлом году обеспечили средствами 17 проектов более чем на 1 триллион рублей. Новые поддерживает и фабрика проектного финансирования. Благодаря вам, уважаемые депутаты, было системно усовершенствовано законодательство о государственно-частном партнерстве, что поможет повысить прозрачность и инвестиционную привлекательность этого механизма. Фундаментом для роста экономики, безусловно, стала макроэкономическая стабильность и ответственная бюджетная политика. Исполнение расходов главного финансового документа страны приблизилось к 100%. Это является лучшим результатом последних лет. Многие значимые для государства и бизнеса проекты получили федеральные ресурсы уже в начале года. И в итоге, что естественно, производственные процессы были запущены раньше. В целом доходы федерального бюджета превысили 29 триллионов рублей. И это больше аналогичного показателя за предыдущий год почти на 5%. Что самое важное, экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта. Ненефтегазовые доходы выросли на четверть. Все это помогло обеспечить социальные обязательства перед людьми. Нам удалось поддержать экономику и регионы, реализовать проекты развития, а также мероприятия в рамках специальной военной операции, о чем я скажу позже. Есть вопросы, которые всегда находятся в центре внимания правительства. Мы работаем над ними постоянно, но, конечно, далеко не все результаты нас устраивают. Одним из основных вызовов прошлого года стала инфляция. Мы принимали необходимые меры, тщательно отслеживали ситуацию, ведь от ее динамики зависит уровень реальных доходов граждан. В частности, были стабилизированы цены на бензин, на дизельное топливо, приняты важнейшие решения об ограничении экспорта нефтепродуктов. Мы запретили их вывоз, чтобы больше ресурсов было у внутренних потребителей, наших аграриев, для посевной, для уборочной кампании, для предприятий нефтехимии, для нужд специальной военной операции. Ну и, конечно, чтобы обеспечить потребности миллионов российских автомобилистов, городского, общественного транспорта, машин скорой помощи, других многих служб.
Работа проведена и по насыщению отечественного рынка продовольствием. Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с Банком России все-таки существенно замедлилась до 7,4%. Уважаемые коллеги, в конце 2022 года президент обозначил 6 ключевых задач для правительства. Чтобы эффективно решать их, оперативно получать обратную связь, мы использовали уникальные информационные системы Координационного центра. На этой площадке в рамках стратегической сессии работали и вице-премьеры, и министры, руководители регионов, парламентарии, предприниматели, эксперты. Расскажу о работе над такими задачами подробнее. Первое – это повышение благосостояния граждан России. Для этого мы принимаем системные меры, проиндексировали пенсии, выплаты и пособия. В прошлом году с учетом плановой, а также дополнительно проведенной годом ранее индексации увеличили страховые пенсии в общей сложности на 15%, повысили их на 2024 год. И последовательно по поручению главы государства увеличиваем также и минимальный размер оплаты труда темпами, которые опережают инфляцию. На текущий год он прибавил свыше 18%. Ну, почему это очень важно? Зарплаты миллионов работников зависят от этого показателя. И растет он, растут и их доходы. В зоне постоянного внимания правительства и вопросы оплаты труда сотрудников бюджетного сектора, педагогов, преподавателей вузов, врачей и другого медицинского персонала, специалистов социальной, культурных сфер, науки. Все они воспитывают наших детей, заботятся о здоровье людей, занимаются важнейшими исследованиями и знакомят миллионы граждан с искусством. И мы вместе с регионами приводим их зарплаты в соответствии с майскими указами президента. На это в прошлом году из федеральных средств направили около 190 миллиардов рублей. Такое решение затронуло свыше 5 миллионов бюджетников. Чтобы увеличить зарплаты медицинских работников, еще выделили порядка 30 миллиардов рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Создаем дополнительные возможности для трудоустройства людей с разными компетенциями. Запустили модернизацию службы занятости. Кстати, открылось уже более 400 современных кадровых центров. Там помогают найти вакансию с учетом индивидуальной ситуации, в том числе, если человек захочет, ему предлагают временные работы. В прошлом году их получили примерно 100 тысяч граждан. Еще почти 200 тысяч прошли переобучение, и большинство приступило к профессиональной деятельности. Среди них молодежь, люди предпенсионного возраста, для которых часто достаточно остро стоит вопрос с поиском места. Продолжаем также программу стимулирования найма. Благодаря ей трудоустроились 50 тысяч человек. Людям, находящимся в сложной ситуации, можно поправить финансовое положение, заключив социальный контракт и получить помощь с открытием своего дела, переквалификацией или ведением подсобного хозяйства. В прошлом году этим воспользовалось порядка 700 тысяч человек, и 3/4 из них существенно улучшили собственные доходы. Некоторые попали, казалось бы, в безвыходное положение, но социальный контракт дал им новый старт жизни. Мы будем развивать такой механизм и дальше. Уважаемые коллеги, все, что только что сказал, является основой для системной работы по борьбе с бедностью и с неравенством, о важности которой говорил президент в послании. Вторая задача, поставленная главой государства – обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, а также помощь семьям с детьми. И мы им уделяем самое пристальное внимание. Ведь воспитание ребенка – это всегда и финансовая нагрузка на родителей, особенно если им не с кем оставить малыша. Учитываем также и другие жизненные ситуации. По поручению президента развиваем целостную систему поддержки с момента беременности женщины, рождения малыша и на всех этапах его взросления до, соответственно, 17 лет. С января прошлого года мы, вы знаете, запустили единое пособие, которое представляется каждый месяц, исходя из положения конкретной семьи. Оно было назначено почти на 11 миллионов детей и примерно 400 тысячам будущих мам.
Родителям выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. На текущий момент оно увеличено практически наполовину, почти до 50 тысяч рублей. В том числе благодаря установлению единого тарифа на страховые взносы, за счет этого и выросла максимальная сумма помощи по беременности и по родам. С 380, соответственно, 3 тысяч до 565 тысяч рублей. По-прежнему действует программа материнского капитала. На первенца сейчас он превышает 630 тысяч рублей, на второго 830 тысяч. И чаще всего эти средства идут на улучшение жилищных условий. В 2023 году так поступили порядка 670 тысяч семей. Правительство последовательно расширяет варианты использования мат-капитала, чтобы он был полезен большему числу граждан. Мы стремимся сделать получение поддержки простым, удобным, быстрым, на основании только одного заявления, либо автоматически. По поручению главы государства продолжили внедрение механизмов социального казначейства. Такой формат помогает перевести, и перевели уже туда около 42 федеральные меры социальной защиты. И практически 23 миллиона человек могут ими воспользоваться вообще без какой-либо волокиты. Наладили мы также систему информирования людей о положенной им помощи по 8 жизненным ситуациям, чтобы они понимали, какие льготы есть. Многие просто не знают, что могут рассчитывать на поддержку государства. Особое внимание уделяем гражданам, которые из-за возраста или проблем со здоровьем не в силах позаботиться о себе самостоятельно. Для них внедряем систему долговременного ухода. Число тех, кому становится доступно социальное и медицинское обслуживание на дому, растет с каждым годом. На старте проекта было 7 тысяч человек в 6 пилотных регионах. Я это помню хорошо, когда в 2021 году во время рабочей поездки в Псков мы как раз обсуждали эту тему. Их стало уже свыше 100 тысяч, а к концу декабря по всей стране будет порядка 173 тысяч. Развивать такую модель ухода, а также в целом поддержку родителей с детьми станем в рамках нового национального проекта «Семья», о котором президент говорил в послании. По итогам прошлого года продолжительность жизни в России достигла почти 73,5 лет, что выше доковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России. Важно, чтобы, как сказал глава государства в послании, росла продолжительность именно активной здоровой жизни. А для этого в том числе нужна, конечно, качественная и доступная медицина. Опыт пандемии нас многому научил. И по поручению президента мы создаем санитарный щит страны, специальную программу, чтобы действовать на опережение и оперативно отвечать на изменения эпидемиологической обстановки. Сформировали надежный задел на будущее, разработали около 40 новых тест-систем для быстрой, буквально за час сейчас, диагностики заболеваний, создали целую сеть центров, мобильных лабораторий, обеспечили их технологическую независимость производством 100% отечественных реактивов. И мы продолжим развивать этот значимый проект. Систему здравоохранения выстраиваем так, чтобы человек мог получить квалифицированное и необходимое лечение в любом уголке России, бесплатно по полису ОМС. В рабочих поездках по регионам мы видели, что многие учреждения находятся не в лучшем состоянии. Не хватает оснащения. И обстановку, в которой принимали пациентов, тоже нельзя назвать комфортной. Разумеется, так не везде, но подобные проблемы мы видим и мы их решаем последовательно. В 2021 году по поручению президента запустили, как вы знаете, модернизацию первичного звена, куда чаще всего обращаются люди. И за последние 3 года создано и реконструировано порядка 3500 таких объектов. Многие отремонтированы. Закуплено 147 тысяч единиц медицинского оборудования, около 5000 машин скорой помощи и втрое больше автомобилей для перевозки врачей и фельдшеров. В рамках национального проекта здравоохранения за последние 4 года мы переоснастили 600 региональных сосудистых центров и первичных отделений, 200 медорганизаций для пациентов с онкологией.
Открылись свыше 500 подразделений, которые представляют амбулаторную помощь при таком диагнозе. Расширили и программы диспансеризации, чтобы граждане могли бесплатно проверить свое здоровье. Если в 2020 году профилактические осмотры прошли около 39 миллионов человек, то в прошлом году уже каждый второй житель России, что стало хорошей возможностью вовремя выявить заболевание, если оно есть. Доступнее сделали и специализированное, в том числе высокотехнологичное лечение, которое требуется в непростых случаях. Правительство приняло решение, чтобы жители любого российского субъекта могли обратиться за ним во все федеральные организации, а не только в расположенные в их регионе. И в прошлом году бесплатно сложные операции провели для 1,5 миллиона человек, на 12% больше, чем годом ранее. Это не просто цифры, это спасенные жизни. Мы также наращиваем и лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. За 3 последних года нужные препараты получили бесплатно почти 2 миллиона человек. Благодаря, кстати, вашей поддержке на такие лекарства дополнительно выделено было по 2 миллиарда рублей ежегодно, а значит, они станут представляться в год более чем 1 миллиону человек с болезнями сердца. Это позволит и поможет продлить им жизнь. По поручению президента запустили также масштабную программу для борьбы с гепатитом С. В 2023 году она охватила свыше 45 тысяч человек. Теперь терапию ежегодно смогут проходить в 2 раза больше граждан. Это значит, что 100 тысяч будут получать лечение при этом тяжелейшем недуге. Начали важнейший проект по сахарному диабету. Мы нашли решение, когда компании недружественных стран отказались поставлять соответствующие препараты, необходимые нашим детям с таким диагнозом. То есть именно по ним, кстати, ударили эти санкции. Малышам не всегда подходили имевшиеся на тот момент аналоги, но уже в этом году почти 49 тысяч детей от 2 до 17 лет обеспечим системами непрерывного мониторинга глюкозы, чтобы им не приходилось несколько раз в день проходить болезненное тестирование на уровень сахара, и осложнения можно будет предотвратить. Тысячам родителей теперь не нужно волноваться, когда ребеночка нет рядом, ведь его состояние можно отслеживать, в том числе и удаленно. Спасибо. Делаем все, чтобы юные граждане получали большую заботу. По всей стране возводим детские больницы, где применяются инновационные медицинские решения. В прошлом году активно вели строительство 24 таких учреждений корпусов. 7 введены в эксплуатацию, а к следующему году сдадут еще около 15. Организации предоставления необходимых препаратов и медизделий ребятам с тяжелыми орфанными заболеваниями занимается созданный по инициативе президента фонд «Круг добра». Его подопечными с момента открытия стали уже более 23 тысяч человек. Перечень диагнозов, при которых оказывается поддержка, в прошлом году, вы знаете, расширился на 30 позиций. Благодаря развитию медицинской науки впервые начали внедрение в клиническую практику инновационных биомедицинских клеточных продуктов и тканевой инженерии. В них нуждается свыше 6 миллионов человек. Завершаем также исследование для регистрации первого в мире лекарства от неизлечимой ранее болезни Бехтерева. Ученые со всего света бились над тем, как можно остановить ее развитие. А российским новаторам удалось создать препарат, который способен помочь десяткам тысяч людей. Гордимся такими успехами. Конечно, современное оборудование, лекарства, методики лечения – все это очень важно. Но основная нагрузка в заботе о пациентах всегда ложится на врачей и медсестер. Именно от квалификации и внимательного отношения зависит выздоровление человека, его жизнь. Чтобы поддержать медиков по всей стране, год назад правительство установило для них специальные социальные выплаты, предоставляемые дополнительно к зарплате
по поручению главы государства, их теперь получили около 1 миллиона сотрудников первичного звена. А с этого марта по инициативе президента повысили такие надбавки. В сельской местности, в районных центрах и малых городах, вы знаете, где менее 500 тысяч человек, теперь врачи будут получать выплату 50 тысяч рублей, а средний медперсонал 30 тысяч рублей. В населенных пунктах с численностью жителей от 50 до 100 тысяч поддержка составит, соответственно, 29 тысяч рублей и 13 тысяч. А для решения вопроса нехватки кадров на местах уже реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В прошлом году в них приняли участие свыше уже 6,5 тысяч медиков. Обе этих программы по поручению главы государства продлим до 2030 года. Уверен, что это привлечет специалистов на село и в отдаленной территории, и лечение там станет, что самое важное, еще доступнее и качественнее. Хочу еще раз, пользуясь случаем, поблагодарить наших медиков за самоотверженную работу, которую они ведут по всей стране. Ежедневно спасая людей, помогая им справиться с болезнью. И еще от всей души хочу пожелать им самим, их деткам, родным и близким того, что они делают для людей, за что они борются для своих пациентов. Крепчайшего здоровья. И большое им всем спасибо. Уважаемые коллеги, когда речь идет о развитии страны, значимую роль играют и вопросы воспитания подрастающего поколения. Во всех регионах мы возводим и обновляем дошкольные учреждения. Они теперь могут принять на 150 тысяч ребят больше, на 157 тысяч больше, чем еще 4 года назад. Родителям стало проще устроить туда детишек от 2 месяцев до 7 лет. 2 года назад по поручению президента начали программу капитального ремонта общеобразовательных организаций. Уже привели в порядок свыше 4000 зданий. Из них в прошлом году около 2500, и, конечно, продолжается строительство новых. А если до занятий долго добираться, то помогают школьные автобусы. В российских субъектах поставили почти 3000 таких машин в 2023 году. Всем младшеклассникам по инициативе главы государства предоставляется бесплатное горячее питание за счет федерального бюджета. Его качество на особом контроле, в том числе со стороны родителей. Это вопрос здоровья ребят. Отдельно поддерживаем преподавателей, которые берут на себя классное руководство и кураторство. Это огромная ответственность. Они настоящие наставники для своих подопечных. Таким специалистам по поручению президента добавляем по 5000 рублей к зарплате. Ну и с марта вознаграждение в удвоенном размере назначается в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч человек. В них, кстати, работает свыше 565 тысяч педагогов. Соответствующее постановление правительства, кстати, подготовлено. Люди получают положенные им средства за прошлый месяц, положенные им средства за прошлый месяц уже в апреле. С сентября ежемесячная надбавка в 5000 рублей станет выплачиваться и советникам директоров по воспитанию в школах и в колледжах. В общей сложности примерно 37 тысячам сотрудников. Существенное влияние на становление человека оказывает и знакомство с достижениями культуры и искусства. Для молодых людей от 14 до 22 лет действует хорошо вам известная Пушкинская карта. Когда мы готовились к ее запуску, основная идея проекта была в том, чтобы сделать доступнее посещение выставок, спектаклей, которые связаны с нашей историей, с культурой, с нашими традициями, и создавать больше полезного контента для детей, что очень важно. С момента старта инициативы карту получили более 10 миллионов человек. Приобретено свыше 64 миллионов билетов на различные мероприятия. Сейчас по ней можно сходить и на отечественные фильмы. Их число, кстати, растет. На экраны вы видите и чувствуете, наверное, выходят качественные картины. За 4 года правительство инвестировало, кстати, в кинематограф 36 миллиардов рублей. И только за один прошлый год кинотеатры в России собрали больше всей этой суммы, почти 40 миллиардов. Фильмы, созданные при государственном участии, сейчас уже посмотрели около 57,5 миллионов зрителей. Мы продолжаем поддерживать все сферы культуры.
Приводим в порядок театры, ремонтируем, открываем новые музеи, выставочные пространства, пополняем фонды библиотек. Конечно, строятся и реконструируются дома культуры в сельской местности, что очень важно для их жителей. По поручению президента запустим программу «Земский работник культуры», и специалисты станут получать подъемные при переезде в небольшие населенные пункты, там заниматься такой значимой работой. Помню, об этом мы постоянно говорили в Государственной Думе со всеми практически фракциями. И узнать историю, традиции нашего государства можно и через путешествия. Невероятно красивая, разнообразная природа, интересные города, достопримечательности. Многие с удовольствием выбирают отдых в России. Чтобы это направление развивалось, ввели льготы для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма. С 1 июля прошлого года по, соответственно, 30 июня 2027 года мы их освободили от уплаты налога на добавленную стоимость при продаже путевок. Действует также программа льготного кредитования, строительства гостиниц. И реализация таких проектов позволит возвести более 20 тысяч новых номеров. Около 2000 из них готовы. Совсем недавно, кажется, в Горно-Алтайске мы обсуждали с экспертами, с бизнесом запуск пилотного проекта по поддержке модульных отелей. А уже к концу текущего года в них появится еще около 14 тысяч номеров. Для развития туризма занимаемся не только инфраструктурой, но и, что очень важно, охраной окружающей среды. Много делается для того, чтобы преодолеть нанесенный урон природе. Продолжили мы и строить, и реконструировать очистные сооружения. Вообще, часто вспоминая свои поездки на Дальний Восток, на Урал, в Сибирь, в другие регионы, и я замечал, что рядом с красивой природой, современными предприятиями, инфраструктурой, каким-то проектом, нередко, простите, куча грязи, брошенные свалки, затонувшие корабли. Но всем же нравится жить, где чисто, ухоженно, комфортно. И по инициативе президента был запущен масштабный проект по генеральной уборке страны, который включает в том числе и устранение таких объектов. Мы обсуждали эти вопросы во время моей поездки в Магадан в 2020 году. К сегодняшнему дню уже подняли со дна и утилизировали 131 корабль. Ликвидировали порядка 200 объектов, накоплен. Да-да, корабль, потому что их выгоднее, извините, бросить вот так вот в воде, чем утилизировать и заниматься сложными процедурами. И здесь хочу сказать, что это позволило защитить здоровье миллионов людей. Третья ключевая задача, поставленная президентом, это опережающее развитие инфраструктуры. Это фундамент качества жизни в каждом регионе. Наша строительная отрасль показывает отличные результаты. У нас рост за год около 8%. Это один из драйверов развития страны. А за 4 года более чем на четверть. Если я правильно помню, 27%. Мы активно вводим новое жилье. В прошлом году возвели свыше 110 миллионов квадратных метров. Это рекордный показатель за всю историю Российской Федерации, как по многоквартирным домам, так и по индивидуальным. И свои условия проживания улучшили почти 4,5 миллиона семей. Основной инструмент решения этого вопроса – это ипотека. Действуют различные программы с государственной поддержкой. А чтобы еще больше людей могли приобрести новую квартиру либо дом, мы расширили семейную ипотеку на родителей с 2 детьми до 18 лет, а дальневосточную на сотрудников оборонно-промышленного комплекса, на педагогов и медицинских работников. Также подключили к ней и жителей арктических регионов. Ну и в новых субъектах теперь можно взять заем на покупку квартиры под 2% годовых. Для специалистов в сфере информационных технологий, для которых действует специальная ИТ-ипотека, смягчили требования по возрасту, по зарплате. В итоге только за год около 1 миллиона семей с помощью льготных кредитов улучшили свои жилищные условия. Продолжили мы также расселять и аварийный фонд, одновременно реализуя сразу 2 программы. В прошлом году
из более 3 миллионов квадратных метров, непригодных для жизни, в новые переехали еще почти 200 тысяч человек. А за 4 года около 670 тысяч. Комфортными должно быть не только жилье, но и набережные, улицы вокруг него. Приводим их в порядок, чтобы там было приятно гулять. В прошлом году преобразовали и преобразили около 10 тысяч дворов и общественных пространств. А всего в рамках профильного федерального проекта более 65 тысяч, и что очень важно, с учетом мнения жителей. Именно это очень важно, что люди сами определяют, каким быть их городам. В 2021 году запустили онлайн-голосование, предложили им выбирать, что нужнее. Например, детская или спортивная площадка, парк, сквер. И тогда участие, кстати, в нем приняли почти 9 миллионов человек. А через 2 года уже свыше 14. Менять облик наших малых населенных пунктов и исторических поселений нам помогают проекты всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Их реализовано уже около 700. В прошлом году по поручению президента проведены 2 таких состязания специально для городов Дальнего Востока. В Владивостоке мы видели финал. И гранты как раз 82 обладателям, победителям были направлены в размере 8 миллиардов рублей. Пристального внимания и значительных усилий, конечно, требует модернизация коммунальной инфраструктуры. Решаем эту задачу комплексно. Запущена 5-летняя программа по обновлению ЖКХ, в рамках которой приступили к реализации порядка 1000 мероприятий. Среди них и ремонт систем тепло- и водоснабжения. Другой очень важный инструмент – льготные займы из Фонда национального благосостояния. На эти средства отремонтировали примерно 800 объектов, в том числе и это котельные, очистные сооружения, почти 900 километров инженерных сетей. Теперь о дорогах. Занимались их масштабным обновлением. От улиц в каждом населенном пункте до подъездных путей к предприятиям. Цели в дорожном строительстве, которые ставил президент, уже, кстати, во многом достигнуты, а по ряду показателей перевыполнены. Наконец, прошлого года соответствовали всем нормативам и стали удобнее и безопаснее около 53% региональных дорог и свыше, соответственно, 2/3 опорных. По всей стране создано и отремонтировано более 31 тысячи километров шоссе. Открыли движение по скоростной трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани. Важнейший проект – это и новые рабочие места, качество жизни людей. Дальше будем развивать и этот маршрут, как и многие другие. Повышение связности и транспортной доступности внутри нашей большой страны, конечно, является стратегическим приоритетом. Учитывая уникальную географию, России нужна сильная современная авиация с разветвленной наземной инфраструктурой. Поэтому не только занимались возрождением отечественного авиастроения, но также активно вели модернизацию аэродромов в регионах. За прошлый год были реконструированы и введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в 9 городах, в том числе в Певеке, в Якутске, в Благовещенске, Архангельске, Магнитогорске. В начале этого года выполнены первые этапы работ в Кемерово, в поселении Удачный, которое расположено в непосредственной близости от Северного полярного круга. Завершено строительство в Томске. Люди уже пользуются преимуществами более коротких, удобных маршрутов. Впервые около 53% внутренних авиарейсов стали проходить без посадки в Москве. Президент в послании Федеральному собранию поставил перед правительством новую задачу по повышению авиационной мобильности граждан. За 6 лет будут обновлены еще не менее 75 аэропортов, и на эти цели направим 250 миллиона рублей. Продолжили также мы реализацию других проектов в рамках комплексного плана модернизации и расширения нашей магистральной инфраструктуры, в том числе железнодорожной. Отдельно об одном значимом событии уже этого года глава государства в марте дал старт созданию первой в нашей стране высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Мы обновляем
общественный транспорт, чтобы жители могли добраться до нужных мест с комфортом. Для этого реализуем две программы, в том числе с участием нашего ключевого института развития ВПРФ. Благодаря им в прошлом году поставили в российские субъекты около 5000 автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов, что вдвое больше, чем за предыдущие 3 года. Уважаемые коллеги, президент подчеркивал необходимость проведения проактивной экономической политики, чтобы не только реагировать на текущую конъюнктуру, но и, что очень важно, самим создавать спрос на новые товары и услуги, которые производим в своей стране в первую очередь. И в прошлом году правительство в приоритетном порядке занималось этой работой, формированием экономики предложения, которая невозможна без обеспечения продовольственной безопасности, достижения технологического и финансового суверенитета страны. Скажу об этом подробнее. Начну с одного из наиболее сильных секторов агропромышленного комплекса, успешного во многом благодаря решениям, которые приняты были при вашем участии. В прошлом году направили на поддержку сельского хозяйства свыше $500 триллиона рублей. И только в рамках государственной программы более 440 миллиардов рублей. Среди мер вовлечение в оборот свыше 500 тысяч гектаров земель за минувший год, в том числе за счет работ по мелиорации, о которой подробно говорили. Все чаще аграрии стали прибегать к страхованию с поддержкой государственной. За этот же период более чем на 8% выросло производство сельхозтехники в России. Почти на 40% увеличился выпуск и машин, и оборудования для пищевой промышленности. А агроэкспортеры получат помощь на каждом этапе от инвестиций в новые предприятия до, соответственно, выхода на внешние рынки. И объемы поставок за рубеж превысили значения 2020 года. Был собран уже второй рекордный урожай зерновых в современной истории России. Хорошие результаты и в переработке, особенно по рыбе. Все эти достижения способствуют реализации нашей доктрины продовольственной безопасности. Производство со значительным запасом перекрывает запланированные показатели по растительному маслу, по зерну, по рыбе, по рыбопродуктам, по сахару, по мясу, по мясопродуктам. Есть уже определенные успехи по картофелю, овощевым и бахчевым культурам. Мы продолжаем наращивать объемы по молоку, по фруктам, по ягодам, по соли. Это все очень важные элементы продовольственной безопасности. Особое внимание уделяем, конечно, семеноводству. Все больше на внутреннем рынке отечественного посевного материала. В 150 новых лабораториях активно ведутся исследования в области селекции, семеноводства и молекулярной генетики. За 4 года было создано 34 технологии на основе собственных разработок. Конечно, здесь есть еще над чем работать. Мы дальше будем активно помогать внедрять передовые решения для повышения, если хотите, конкурентоспособности нашего агропрома, достижениями которого мы очень гордимся. Теперь о промышленности. По итогам отчетного года производство в целом выросло, вы знаете, на 3,5%, превзойдя даже самые смелые прогнозы. Но главным драйвером, это тоже известно, была обрабатывающая промышленность. Она прибавила 7,5%. И это, кстати, рекорд за последние 10 лет. Крайне важно, что доля отрасли в валовом внутреннем продукте увеличивается. По расчетам, которые были сделаны с учетом особенностей динамики цен в разных сферах экономики, этот показатель приблизился к 13%. Таким образом, задача, которая была поставлена президентом, выполнена. Причем мы вышли в плюс практически по всем видам деятельности, особенно ориентированы на внутренний спрос. Именно его восстановление стало одним из ключевых факторов года. Наибольший рост свыше 21% продемонстрировал наш машиностроительный комплекс. Остановлюсь на этом подробнее. Авиастроительная отрасль. Объем ее промышленного производства увеличился практически на 1/5 часть. В самолетостроении была проделана огромная, значительная работа по переходу на отечественные наукоемкие материалы и изделия, чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков. В текущем году планируем увеличить почти на 30% выпуск гражданских вертолетов.
Посещая регионы, заводы, я постоянно в контакте разговариваю, общаюсь с директорами, с главными конструкторами заводов, с теми, кто непосредственно отвечает за производство и залетную годность наших новых самолетов и вертолетов. И первостепенная задача для всех нас – обеспечить безопасность людей. Поэтому мы должны сделать самые надежные и современные машины. И наши инженеры, другие специалисты стараются, конечно, стараются скорее запустить их в серию. Несколько слов о беспилотных авиационных системах. Мы приняли стратегию развития этого важного направления, утвердили национальный проект, и сегодня мы детально понимаем, как будет двигаться эта сфера дальше. Для достижения практических результатов мы начнем аккуратно снимать барьеры, которые сдерживают развитие и более, если хотите, активное, более эффективное использование беспилотников, в том числе в нашей экономике. Автопром. Выпуск автомобилей всех типов увеличился на 16%, составил сейчас свыше 700 тысяч машин, включая 500 000 легковых, что, кстати, стало возможно благодаря запуску ряда новых заводских площадок. Станкостроение. Производство выросло более чем на 60%. 60%. Перед отраслью стоят самые серьезные задачи. 30 лет не занимались развитием этого направления. Сейчас начинаем его не просто восстанавливать. Заново собрали федеральный проект. За 6 лет только из бюджета выделим около 300 миллиардов рублей. В том числе в ближайшие 3 года 130 миллиардов. Они есть в бюджете. В результате будут созданы более 70 современных станкостроительных производств. Освоен выпуск свыше 500 новых видов отечественных станков. Но, конечно, надо помочь сейчас предприятиям провести техническое перевооружение и модернизацию. Цели определены. Россия намерена за 6 лет войти в число 25 ведущих стран по количеству промышленных роботов. Эту задачу президент нам в послании поставил. Металлургический комплекс. Несмотря на все сложности, вызванные санкциями, здесь мы видим рост на 3%. Но прежде всего за счет наращивания внутреннего потребления металлопродукции. Энергетическая, следующие отраслей очень много промышленности, но я попробую коснуться каждой коротко. Энергетическое машиностроение. Объемы его рынка прибавили свыше трети. Из крупных достижений отмечу изготовление первой отечественной серийной газовой турбины большой мощности. Это, конечно, укрепит нашу технологическую независимость и усилит надежность нашей системы энергоснабжения. Судостроение. Промышленное производство выросло на 4%. Активно создавалось собственное оборудование, проводилась модернизация предприятий. Объемы выпуска гражданских судов, грузовых и пассажирских увеличились на четверть. И более чем вдвое для рыбопромысловых компаний. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся 3 универсальных атомных ледокола. Вы знаете об этом. В марте приняли решение о выделении почти 22 миллиардов рублей, чтобы такая работа была продолжена. Постепенно адаптируется и наша энергетика. Здесь потребовалась существенная перенастройка логистики, а это дело не быстрое. Но в ряде сегментов есть и значительные успехи. В прошлом году наша страна стала 4-м в мире производителем сжиженного природного газа. Объем его экспорта за 6 лет вырос почти в 3 раза. Химический комплекс. Выпуск мало- и среднетоннажной продукции увеличился за 3 года почти на четверть. Президентом была поставлена задача достигнуть 30% роста к концу текущего года. Мы движемся к этой цели с опережением. Теперь несколько слов о фармацевтической и о медицинской промышленности. Производство лекарств за прошлый год прибавило 7 с лишним процентов. На рынок выпущено 530 отечественных препаратов, в том числе и передовых. Мы наращиваем создание медицинских изделий. Только за прошлый год оно увеличилось более чем на 15%. И впервые зарегистрировано свыше 1000 новых наименований. Важнейшее значение для развития отраслей и компаний имеет эффективно выстроенные меры государственной поддержки. Для расширения производства приоритетной продукции мы запустили в прошлом году механизм кластерной инвестиционной платформы.
но по-простому это льготное кредитование предприятий на реализацию крупных приоритетных проектов. В ее рамках одобрено 36 общей сложностью порядка 800 миллиардов рублей. И 10 из них уже стартовали. Очень высокую востребованность показала и промышленная ипотека. Выдано свыше 800 льготных займов на сумму около 80 миллиардов рублей. Средства использовались на приобретение и строительство заводских площадей, а это миллионы квадратных метров. Значимую помощь предприятиям оказывал Фонд развития промышленности. За счет его ресурсов шла разработка высокотехнологичной продукции. Поступало в лизинг необходимое оборудование, открывались производства, налаживался выпуск комплектующих, а всего с начала года и в течение года было поддержано свыше 300 заявок на сумму более четверти триллиона рублей. И за последние 3 года порядка 600. Четвертая задача, которую поставил президент, это укрепление технологического суверенитета. Сейчас мы заканчиваем формирование крупных проектов для организации собственного выпуска самых значимых видов наукоемких изделий, в том числе компонентов микроэлектроники, умных станков, газовых турбин, медицинского оборудования. Запущены и 10 инициатив по развитию сквозных технологий. Заключены соглашения с компаниями-лидерами в своих сферах. Удалось выстроить с ними эффективную работу в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, программное обеспечение, водородная энергетика, новые материалы и по целому ряду самых важных инновационных, важнейших направлений. Общий объем финансирования этих проектов составил порядка 137 миллиардов рублей. Из них почти 3/4 – это средства бизнеса. Для достижения ведущих позиций по всем приоритетным направлениям в мае прошлого года утверждена концепция технологического развития страны. Благодаря вам, уважаемые депутаты, был принят закон о развитии технологических компаний, где определены их критерии. Уже 1700 организациям этот статус присвоен. А это значит, что они получили право на адресную помощь. Оказали также поддержку и высокотехнологичным стартапам. За год она предоставлена более чем 8 тысячам молодых новаторов. Как результат, появилось свыше 100 тысяч новых рабочих мест. И они, что самое важное, в инновационных сферах. Важно, что такая существенная часть всех средств, бюджетных и частных, привлеченных на финансирование проектов технологического суверенитета, была направлена в прошлом году на исследования и разработки, на НИОКРы. И для их реализации, конечно, нужны качественные цифровые решения. Грантами поддержали отечественные ИТ-проекты, информационно-технологические проекты. Реестр российского софта только за год пополнился почти 5000 позиций. В 3 раза выросла и доля их применения в государственных компаниях. Еще совсем недавно, 5 лет назад, она едва превышала четверть. Не позднее декабря по поручению президента по отдельным классам программного обеспечения такие организации должны, кстати, полностью перейти на отечественную продукцию. Мы в постоянном внимании держим эти вопросы. Уважаемые коллеги, для наращивания собственных компетенций в критически важных отраслях у нас есть прочная научная основа с инфраструктурой по всей стране. Как отметил глава государства, это наше мощное конкурентное преимущество. Действует порядка 600 центров коллективного пользования оборудованием и около 400 уникальных установок, на которых производятся в том числе фундаментальные и прикладные исследования. Вы знаете, также продолжается развитие 7 проектов класса Мегасайенс. Обновили примерно половину приборной базы ведущих научных организаций. Открыли свыше 700 лабораторий под руководством именно молодых ученых нашего цвета, нашей науки. Нам удалось сделать так, что сейчас в общем числе исследователей почти половина тех, кому нет и 39 лет. Это очень серьезное достижение. И мы наращиваем кооперацию Высшей школы науки и реального сектора. В 15 научно-исследовательских образовательных центрах мирового уровня за 2 года разработали порядка 4000 технологий. Они уже готовы к внедрению. Все эти направления нашли отражение, кстати, в стратегии научно-технологического развития России, которая была утверждена президентом.
Для достижения технологического суверенитета наша экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров. И мы пересмотрели подходы к обучению в колледжах, чтобы знания, которым там обучают и которые получают сегодня там свыше 3 700 000 студентов, максимально соответствовали запросам рынка труда. Для этого, в первую очередь, модернизируем материально-техническую базу, причем не только за счет федерального, кстати, бюджета. Регионы самостоятельно создали у себя в прошлом году более 1000 мастерских в 4 с лишним сотен образовательных организаций. Ну и как как результат от этого почти все выпускники после завершения учебы устраиваются, почти все по профилю. Крайне востребован профессионалитет. Он охватывает порядка 900 колледжей. В российских субъектах действует свыше 200 центров, которые выпускают специалистов для более 20 приоритетных отраслей. О важности, кстати, этого говорили во время посещения производств в регионах. И об этом со мной постоянно говорят губернаторы. В прошлом году создали еще 60 образовательных кластеров, которые готовят сотрудников в сфере медицины, педагогики, туризма, искусства и креативной индустрии. И в такой проект наши предприятия активно инвестируют значительные суммы, около 4 миллиардов рублей, зная, что это их будущее. И, кстати, уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, вы уделяете самое серьезное внимание вопросам подготовки рабочих кадров. И именно благодаря вашей поддержке было увеличено финансирование проекта, предусмотренное в 3-летнем бюджете. Прошлый год стал уже вторым в десятилетии науки и технологий, которое проводится по инициативе президента. К исследованиям в высшей школе все больше привлекаем талантливую молодежь, а ученых к решению ключевых задач развития страны. И этому помогает и реализация проекта «Приоритет-2030». На его базе университеты, в основном региональные, вместе с академическими центрами, с крупными компаниями, ведут фундаментальные и прикладные исследования. В том числе и по материаловедению, по микробиологии, по медицине, по квантовой физике. Могу бесконечно это перечислять. 3 года назад начали программу со 160 вузов, сейчас в ней уже участвует 132. И, простите, не то сказал, со 106. Начали мы программу со 106 вузов, сейчас уже 132. Выполнено около 20 тысяч научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. И почти половину из них в прошлом году только крупнейшие промышленные компании вложили порядка 18 миллиардов рублей. Ну и что важно, несколько тысяч инноваций уже внедрены. Обеспечить кадрами высокотехнологично наемкий сектор экономики призван проект «Передовые инженерные школы». Для этого наши главные университеты при грантовой поддержке государства и участии бизнеса создают у себя площадки с самыми современными лабораториями, опытными производствами. Сейчас 30 таких уже работают, и до конца текущего года их число увеличится до 50. Строится и сеть кампусов. Утверждены проекты 17. Недавно открыли более десятка объектов, в том числе в московской Бауманке, в IQ-парке в Уфе, еще несколько буквально на прошлой неделе. 5-я задача – это достижение финансового суверенитета. Ключевые направления здесь – это обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивости и сбалансированности нашего бюджета, увеличение собственных инструментов долгосрочных ресурсов, повышение доверия инвесторов к российскому рынку, возобновление притока зарубежных капиталов. Появились и новые инструменты, в том числе позволяющие привлекать финансы на длительный период. Совсем недавно вами был принят разработанный правительством закон, который определяет порядок налоговых вычетов для таких вложений. Это, конечно, должно усилить заинтересованность внутренних инвесторов, на активность которых мы именно рассчитываем. Самое важное, что сегодня все платежи по России работают, несмотря на любое давление извне. Коллеги, конечно, вы все знаете и видите, что Запад продолжает делать все возможное, чтобы ограничить российской экономике доступ к международной расчетно-платежной инфраструктуре, ну и, естественно, глобальным финансам как следствие, сдержать развитие нашей страны.
Банк России активно работает над решением этой проблемы, и правительство со своей стороны оказывает всестороннюю поддержку здесь. Вместе мы работаем, чтобы и торговые, и инвестиционные операции нашей компании были защищены. Шестая приоритетная задача – это расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных стран. В первую очередь отмечу, что удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду российской внешней торговли. Товарооборот с дружественными странами не просто вырос, а сегодня сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был 4 года назад. По поручению президента правительство утвердило стратегию развития внешнеэкономической деятельности, и она, конечно, учитывает все современные тренды глобальной экономики, рассчитана до конца десятилетия. Перестроена система поддержки ни сырьевого, ни энергетического экспорта, промышленных и сельхозтоваров, помогали предпринимателям переориентировать грузопотоки. Снижение товарооборота с Евросоюзом, конечно, в значительной степени компенсировано за счет увеличения торговли и с Китаем, и с Индией, и с Турцией, с Белоруссией, с Казахстаном, с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Африкой, с Латинской Америкой. И доля дружественных стран выросла до 77%. Ну и, конечно, в связи с этим необходимо решать задачи развития международных коридоров к этим дружественным странам. Это и север-юг, и запад-восток, а также создавать инфраструктуру, включая портовую на Азово-Черноморском, северо-западном, восточном направлениях. Ну и в прошлом году мы запустили автомобильные обходы городов Анапа, Аксай, Краснодар, что помогло ускорить движение по наиболее загруженным участкам трассы М4 Дон. В соответствии с поручениями президента продолжили расширение восточного полигона железных дорог. Его пропускная способность достигла 173 миллионов тонн. Ну и особое внимание уделяли увеличению возможностей Северного морского пути, самого короткого маршрута между Европой и Азией. По акватории Арктического региона перевезли за год свыше 36 миллионов тонн. Это лучший показатель за всю историю. Когда речь идет о международном сотрудничестве, не могу не затронуть тему миграции. Говорили об этом с вами во время консультаций, перед отчетом. Прежде всего, кстати, все фракции об этом говорили. Ну и прежде всего в контексте чудовищного преступления, которое в конце марта было совершено в подмосковном Крокусе. От рук террористов погибли люди. Уверен, что виновные понесут наказание. Я разделяю ваше желание возмездия, когда речь идет о террористах. С пониманием отношусь к многочисленным предложениям по вопросам миграции в свете недавней трагедии. Стремление принять дополнительные решения понятно и справедливо. Но, коллеги, обращу внимание на очень важный факт. Подготовка, обсуждение всех инициатив, а тем более их утверждения, должны проходить с учетом позиции правоохранительных органов, в компетенцию которых входит безопасность граждан и государства в целом. Это те службы, которые реализовывают принятые решения, отвечают за их результат. Поэтому необходимо вести согласованную работу, только так она будет эффективной. Как сказал президент, у террористов нет ни национальности, ни вероисповедания. И в нашей стране мирно проживают представители многих народностей, многих конфессий. У нас по-настоящему многонациональное государство. Уважаемые коллеги, в условиях беспрецедентных санкций мы сконцентрировались на развитии сотрудничества со стратегическими партнерами России. Наш ближайший сосед и наш союзник – это Белоруссия. Мы вместе строим союзное государство, заложили правовую основу для единой макроэкономической, промышленной и аграрной политики, для формирования общих энергетического и транспортного рынков. Мы договорились о единых стандартах защиты прав потребителей. Успешно развивается и наш Евразийский экономический союз. Его совокупный реальный валовой внутренний продукт в прошлом году вырос на 3,8%. В 2023 году Россия, председательство в органах Союза, на уровне глав государств утверждена была, вы знаете, декларация о развитии интеграции на перспективу. Она получила название «Евразийский экономический путь».
И она является ориентиром дальнейшего укрепления стратегического взаимодействия по всем направлениям. Наша страна расширяет сотрудничество и с участниками Содружества независимых государств. Кстати, наш российский товарооборот с ними за прошлый год вырос почти на 6%. Россия сохранила и усилила свое присутствие в ключевых региональных объединениях. Но это прежде всего БРИКС, в котором наша страна председательствует в текущем году, ШОС. Планируем также углублять диалог и с другими конструктивно настроенными организациями, в том числе в рамках гуманитарной повестки в образовании, в науке, в культуре. И здесь важное направление – это спорт. Но, к сожалению, Международный олимпийский комитет, другие спортивные организации находятся под серьезным политическим давлением. Препятствуют участию российских атлетов во всемирных и европейских состязаниях. И в этой ситуации мы активно развиваем новые форматы соревнований. Проводим игры стран СНГ, российско-китайские игры, игры «Дети Азии». В Екатеринбурге прошел фестиваль студенческого спорта. Наиболее ярким событием, конечно, стали игры будущего. Уникальный мультиспортивный турнир, который, как заметил президент, свободен от политической конъюнктуры, от любых видов дискриминации и от двойных стандартов. Многое запланировано на текущий год, в том числе игры дружбы. Будем и дальше создавать условия, чтобы наши спортсмены могли показывать свои лучшие результаты в состязаниях с достойными соперниками. Уважаемые коллеги, принятые решения, о которых говорил ранее, обеспечили серьезные успехи в целом в ряде секторов экономики. Ну а главное, эти достижения стали частью повседневной жизни людей, от Калининграда до Владивостока. Вопрос развития российских субъектов постоянно в повестке правительства. В прошлом году вместе с моими заместителями, с другими членами Кабинета министров посетили все регионы страны. Сам с 2020 года я побывал в 55 из них. У нас очень красивая страна. Есть и что посмотреть, и люди замечательные, всей душой. Они болеют за свои родные места, работают активно. И, конечно, есть прогресс. За 4 года консолидированные доходы бюджетов субъектов выросли на 50%. И почти на 2/3 увеличился объем инвестиций. Это основные параметры, по которым мы оцениваем нашу работу с субъектами. Заместители мои отвечают за 4 показателя по каждому из субъектов. Это рост внутреннего регионального продукта, количество рабочих мест, инвестиции, реальные доходы и создание рабочих мест. Вот, собственно говоря, что мы постоянно мониторим. Кстати, по инициативе Валентины Ивановны Матвиенко и Вячеслава Викторовича Володина усовершенствован был механизм зачисления подоходного налога в региональные бюджеты. Средства в них стали поступать гораздо быстрее. Это позволит обеспечить дополнительную устойчивость финансовых систем наших субъектов. В то же время многие из них несут серьезную долговую нагрузку. По поручению президента мы будем списывать 2/3 их задолженности по бюджетным кредитам. Это порядка 1 триллиона рублей. Это открывает возможности для решения инфраструктурных задач на местах, но в том числе по строительству, по обновлению коммунальных сетей, по газификации, по прокладке транспортных магистралей, по всем важнейшим вопросам, которые стоят на повестке дня наших регионов. Востребованнейший инструмент – это инфраструктурные бюджетные кредиты. Предусмотрели для них 1 триллион рублей в течение 6 лет. Более половины средств уже направлены субъектам, что помогло завершить работы на 252 объектах. Предоставили еще 190 миллиардов рублей в рамках специальных казначейских кредитов, которые получили в прошлом году почти все регионы. Также выделяем ресурсы для выравнивания уровня их обеспеченности. И достаточно эффективным механизмом поддержки остаются, конечно, и особые экономические зоны. За последние 3 года появились еще 20 таких территорий, а льготные условия помогли им привлечь рекордный объем инвестиций. Конечно, мы обязательно увяжем все инструменты инфраструктурной поддержки с программами развития 2000 населенных пунктов и мастер-планами 200 городов, о чем президент говорил подробно в послании. В ближайшее время определимся вместе с регионами. Эту работу организовываем и в рамках 8 федеральных округов. Продолжает эффективно действовать, еще раз повторю, институт их кураторов из числа моих заместителей. И
каждый из них контролирует все то, что делается в регионах сегодня по 4 направлениям, по которым я сказал. И везде есть соответствующие результаты. Ведется и комплексное развитие сельских территорий. Только в прошлом году из федерального бюджета было направлено порядка 64 миллиардов рублей, что позволило продолжить строительство дорог, перевести работы по благоустройству, улучшить жилищные условия на селе. И важнейшая инициатива для субъектов и бесплатная социальная газификация. При ее реализации особое внимание мы уделили поддержке многодетных семей, участников специальной военной операции, их близких, людей с невысокими доходами. Помогли им с покупкой оборудования, взяв на себя часть расходов в размере не менее 100 тысяч рублей на каждый участок. И в прошлом году подключили, кстати, к газу почти на 40% домов, больше, чем годом ранее, а значит, смогли сделать жизнь десятков тысяч людей комфортнее. По поручению президента программа будет расширена на садоводческие товарищества в газифицированных населенных пунктах, как вы знаете. Это, мне кажется, тоже важное для людей добавление. Целый комплекс решений был предложен для Северного Кавказа, для Дальнего Востока, для Арктики, для Крыма, для Севастополя и для Калининградской области. В них требуется ускоренное наращивание собственных производств, а также снятие инфраструктурных ограничений и улучшение инвестиционного климата, инвестиционной привлекательности. Ну вот то, что касается Северного Кавказа, в результате реализации государственных программ в прошлом году гражданам стали доступнее более 400 новых социальных, инженерных и транспортных объектов. Существенно увеличили надежность энергетического комплекса на Кавказе. Кстати, год назад во время рабочей поездки в Карачаево-Черкесию мы там запустили Красногорский гидроузел с 2 малыми гидроэлектростанциями. Осенью открылась и ветроэлектростанция на Ставрополье. Весомые результаты есть и на Дальнем Востоке. За последнее время с применением государственной поддержки там начата реализация около 3000 инвестиционных проектов. Почти четверть из них уже завершены. Достаточно активен бизнес и в арктической зоне. В экономику, в социальную сферу дальневосточных субъектов за минувший год вложено более 3 триллионов рублей. Здесь применяются самые разные инструменты для привлечения частных средств, работают территории опережающего развития. Особые условия есть и у свободного порта Владивосток, что помогло ввести в эксплуатацию в прошлом году около 110 проектов. Почти 3 года назад, по итогам поездки, по-моему, на Итурупе, мы приняли решение о предоставлении преференциального режима предпринимателям на Курильских островах. Уже 24 резидента, наверное, это немного, но уже 24, приступили к новым проектам с общим объемом инвестиций порядка 5 миллиардов рублей и создают там более 400 рабочих мест. Хорошую динамику показали и механизмы, которые применяются на территории макрорегиона. Среди них это дальневосточная концессия, единая президентская субсидия, ну и, конечно, дальневосточный гектар, что позволило за 4 года создать около 1000 объектов социальной инженерной инфраструктуры. А земельные участки получили свыше 120 тысяч человек. Теперь это доступно, кстати, и жителям арктической зоны. Еще один важный инструмент – это дальневосточный квартал. Он станет способствовать комплексной застройке с учетом современных стандартов и запросов людей. Активно повышается уровень транспортной связанности внутри округа. За 3 года по льготным тарифам единая дальневосточная авиакомпания перевезла более 800 тысяч человек. Отдельно остановлюсь на интеграции новых субъектов федерации в российском правовом поле. Для этого потребовалось принятие порядка 60 законов. Хочу поблагодарить Валентину Ивановну, Вячеслава Викторовича, коллег, всех депутатов и сенаторов за проделанную огромную масштабную работу. Серьезно помогли ускорить эти шаги, опыт и практики, полученные в Крыму, где только в прошлом году, кстати, построены или отремонтированы свыше 60 объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Ну и в том числе для надежного водоснабжения полуострова открылись, кстати, 16 новых
детских садиков, школ, 3 спортивных комплекса. Все эти изменения происходят буквально на глазах у самих крымчан. Они уже пользуются новыми возможностями. Такой же уровень жизни будет доступен в Донецкой, Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. В 2023 году приступили к выполнению программы их социально-экономического развития. Раньше никто не инвестировал в инфраструктуру там в таких объемах. И никогда. А за последние 2 года было восстановлено и построено более 18 тысяч объектов. Среди них и детские сады, и школы, медицинские организации, пожарные депо, филармонии, библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги. Я могу все продолжать. Вся новая инфраструктура. Развернуто отделение МФЦ, где в короткие сроки жители наших новых регионов могут оформить необходимые документы, но в том числе и для, конечно, социальных выплат, которые так важны, для пенсий, для пособий. В прошлом году их получили порядка 2,5 миллионов граждан. Территории всех 4 субъектов сделали свободной экономической зоной. И инвесторам, которые туда приходят, предлагаем, среди прочего, программу льготного лизинга оборудования. Дополнительную помощь оказываем и соседним регионам. По поручению президента направили Белгородской, Брянской, Курской областям, а также Республике Крым 1 миллиард рублей. Средства пошли сейчас на гранты для предприятий, финансирование на льготных условиях. В этих субъектах станем использовать и преференциальный режим свободной экономической зоны, чтобы снизить нагрузку на компании, сохранить рабочие места и, что самое важное, восстановить экономику. Послезавтра, кстати, рассмотрим законопроект на заседании правительства и внесем в Государственную Думу. Работа по поддержке и людей, и бизнеса в этих регионах будет продолжена. Уважаемые коллеги, важнейшей задачей в прошлом году оставалось обеспечение проведения специальной военной операции. Продолжил работу Координационный совет, который был создан по указу президента, чтобы у наших защитников было все необходимое. Мы значительно нарастили производство. Дополнительно задействовали сотни предприятий, исследовательских институтов, конструкторских бюро. Ученые и инженеры, которые разрабатывали передовые образцы. Увеличили и выпуск техники, вооружения, средств защиты, радиоэлектронной борьбы, комплектов медицинского оборудования для использования, в том числе в полевых условиях, в военной экипировке. По очень многим позициям в разы. По автомобилям и бронетанковому вооружению втрое. По средствам поражения в 7 раз. По технике связи, радиоэлектронной борьбы и разведки в 9 раз. Хочу особо благодарить всех специалистов, кто принимает активное участие в производстве всего необходимого нашим героям, нашей армии и флоту. Спасибо вам. Для решения социальных вопросов бойцов и их родных создан фонд «Защитники Отечества». В каждом регионе его сотрудники помогают восстановить документы, получить лекарства, медицинские изделия, пройти профессиональное обучение и при необходимости трудоустроиться. И особый акцент сделали на оперативности предоставления льгот. Упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Теперь ведомство делают все самостоятельно, без личных заявлений, без бумажной волокиты, назначается и положенная государственная поддержка. И по поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку, освободим их от налога на имущество. Важно, чтобы тем, кто исполняет воинский долг, помощь государства оказывалась в полном объеме и своевременно. Мы за этим внимательно следим. И, кстати, благодаря Госдуме, Вячеслав Ильич, вам и депутатам, у участников специальной военной операции есть и преимущество сейчас при поступлении в вузы. Поддержка наших ребят, их родных и близких, безусловно, всегда находится в центре внимания правительства. И, конечно же, все решения главы государства, составляющие основу этой работы, будут выполнены. Уважаемые коллеги, многие из тех мер, о которых я сегодня говорил, готовились при вашем личном участии, и нам удалось смягчить самый сложный период адаптации.
сформировать прочную основу для дальнейшего роста экономики и, конечно, для повышения качества жизни граждан нашей страны. Выполнение новых задач. В послании президент поручил продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени в сторону именно тех, у кого высокие доходы, одновременно снизив нагрузку на семьи с детьми, стимулируя бизнес вкладывать средства в развитие страны. Здесь важно учесть каждую деталь. Ведь налоговая система, она не должна только обеспечивать поступление ресурсов для решения, в том числе общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство. Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии наших субъектов. Учитывать уровень доходов граждан и компаний, и это особо отмечал в послании глава государства. И нам вместе с вами, уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, предстоит это решить. Вы хорошо знаете интересы и потребности своих избирателей, процессы, которые происходят в регионах, запросы бизнеса, общественных институтов. И предстоящие изменения в налоговой сфере должны в первую очередь работать на благо людей, экономики нашей страны в целом. Уважаемые друзья, по итогам заседания Совета по стратегическому развитию национальным проектом в декабре глава государства поставил задачи на текущий, уже 2024 год. Это укрепление экономического, технологического, финансового суверенитета, где особое внимание мы уделим удовлетворению растущего внутреннего спроса на товары и услуги, скажу еще раз, которые производятся в России, с дружественными странами в кооперации, на увеличение реальных доходов граждан, опережающему обновлению инфраструктуры, ну и также формированию цифровой платформы для управления в сфере комплексного социально-экономического и пространственного развития наших населенных пунктов. Все это имеет ключевое значение для достижения национальных целей до 2030 года. Ну и главной задачей, поставленной президентом, в том числе и на этот год, остается народосбережение. В год семьи, объявленный главой государства, мы дальше станем совершенствовать меры для родителей с детьми. И особая забота, конечно, многодетным. На федеральном уровне уже закрепленных правовой статус, социальные гарантии, они единые по всей стране. Будем создавать широкие возможности для молодых людей, которые уже совсем скоро станут определять будущее России. Делать так, чтобы наши дети ходили в современные садики, школы, посещали интересные и полезные секции, ну а все жители получали качественное лечение, в том числе и высокотехнологичное, чтобы жили в хороших домах, в благоустроенных городах, в поселках, пользовались удобным общественным транспортом, могли найти себе профессию по душе, развиваться. Прочная база для такой работы создана, и мы продолжим делать все необходимое, чтобы такие возможности были доступны в каждом уголке России. Уверен, что совместными усилиями под руководством президента мы добьемся результатов для себя, для своей семьи и для своей страны. Спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, уважаемый Михаил Владимирович.